Михайловича Николаева, ныне государственного советника и пожелать удачи и успехов в работе конференции. Прежде всего, в этот юбилейный год хотелось бы еще раз рассказать, какое значение Михаил Ефимович Николаев придает промышленному комплексу, сельскому хозяйству и жизни на селе. Вопрос очень широкий, много деяний, огромный вклад в развитие этого, но затронуть лишь отдельные моменты. За фасадом масштабных даже по меркам Российской Федерации в международном отношении инициатив, таких как создание алмазодобывающей компании «Алмоса», основание международных спортивных игр «Дети Азии», создание самого крупного в мире особо охраняемых природных территорий в границах одной административной единицы, создание Северного форума, он был соучредителем Северного форума, строительство нашего медицинского центра, самого крупного на Дальнем Востоке, хотел бы сказать, и передового. Разработка и участие в таких судьбоносных документов, таких как, вы знаете, он был участник, как членом Конституционного совета, Конституционной комиссии и участвовал в разработке нашей Конституции Российской Федерации. Он принимал Конституцию Республики Саха-Якутия. Также он непосредственно участвовал в разработке нашего договора, федеративного договора, и так далее. Да. Хотелось бы сказать, что будучи в 70-х годах, в конце 70-х, министром сельского хозяйства, потом далее как в обкоме курировавший секретарь Якутского обкома КПСС, курировавший вопросы агропромышленного комплекса республики, Михаил Ефимович Николаев огромное значение придает нашему сельскому хозяйству. Да. Вы знаете, что когда он курировал, был непосредственно работал в сельском хозяйстве, очень много инициатив было. Давайте я немножко, у нас формат поменялся, и немножко расскажу нашим молодым людям, которые здесь присутствуют, какую роль придает Михаил Ефимович именно сельскому хозяйству. Да. Немножко перечислю. Благодаря инициативам Михаила Ефимовича Николаева были предприняты новые смелые начинания в луговодстве, семеводстве и земледелии. На основе научных разработок была осуществлена эффективная программа мелиорации лугов и пашин, проведена паспортизация озер совхозов и СССР. Это 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х годов. Да? То есть на основе серьезных научных заданий и договора ЕГУ с Министерством сельского хозяйства и АССР он добился организации лаборатории озероведения. То есть были паспортизированы практически 300 тысяч озер, и там была изучена их биологическая ценность именно как со стороны сельского хозяйства, да, как рыбоводство, это как добыча сапропель и так далее. Да. Результатом комплексного развития сельского хозяйства стало введение в хозяйственный оборот новых сеянных лугов, общая площадь которых достигла 120 тысяч гектаров, что является абсолютным мировым рекордом северных лугов. Министерство сельского хозяйства и АССР в те годы приняло непосредственное участие сломал. Давайте так. Проведением широкомасштабной работы по социальному переустройству села строились новые поселки, благоустроенные домами, школы, больницы, магазины, клубы и новые сельские дороги. Был достигнут значительный прогресс в подготовке сельскохозяйственных кадров. В 1985 году Михаил Ефимович Николаев добился открытия Якутского сельскохозяйственного института, позднее преобразованной Якутскую государственную сельскохозяйственную академию и в последующем наша ГАТУ с филиалами. В годы реформы, уже в 90-е годы на селе широко применяются кредиты и лизинговые системы, товарные и микрокредитование. Получило развитие семейной экономики. Только с 1999 и 2000 года на среднем в виде товарных кредитов было распределено около 1,5 миллиона голов скороспелых отраслей, 100 тысяч голов скота и лошадей, более 5 тысяч тракторов, автомобилей, единиц по переработке продукции сельского хозяйства. Были созданы базовые хозяйства по производству зерна и кормов, племенного дела и семеноводства. Для борьбы с засухой и с целью улучшения качества жизни сельских жителей было построено крупное гидротехническое сооружение по подаче воды с Лены в озеро Мирюта и речки Татка и Сола по трубе диаметром
1,2 метра с общей протяженностью более 200 километров. В те годы началась массовая газификация села, построен газопровод под рекой Бирюй, начата работа по переброске природного газа в речном русле через реку Лена. В 19 мая 1993 году создана национальная акционерная оленеводческая компания «Табак». 4 ноября 1995 года учреждена государственная премия в области сельского хозяйства. Утверждена республиканская целевая программа развития табунного коневодства на период 2005 года. Подписаны указы президента Республики Саха-Якутия о режиме работы сельского населения в летний период. В 1992 году о применении животноводстве, в 1993 году принят закон о личном подсобном хозяйстве граждан, в 2000 году об охране и использовании генофонда якутского скота, в 2001 году о северном домашнем оленеводстве, в 1997 году создана сеть базовых крестьянских фермерских хозяйств, сеть звероводческих хозяйств и сеть зерноводческих хозяйств, Институт северного луговодства, как я сказал, кафедра изребителей. Принятый в республике закон о крестьянском хозяйстве получил логическое продолжение и механизм реализации в 1992 году, когда вышел указ президента Республики Саха о неотложных мерах по осуществлению аграрной реформы Республики Саха-Якутия. В условиях переходного периода сельскохозяйственные производители не остались без государственной поддержки. Благодаря этому сегодня сформирован костяк крепких фермеров-хозяйственников с большим опытом работы, гибким мышлением и активной гражданской позицией. Время показало, что фермерство прижилось в республике и не является искусственно насажденным или принесенной извне формы хозяйственной. Она опирается на многовековые традиции нашего народа, северного скотоводства, коневодства и оленеводства. Ну, давайте я вот пропущу, да, потому что, видимо, время поджимает. Хотелось бы озвучить пожелания Михаила Ильича Николаева в работе НПК и стратсессии. Это первое. Да. Рассмотреть механизм реализации закона о личном подсобном хозяйстве граждан Республики Саха-Якутия от 2000 года. Так, повышенное внимание уделить развитию семейной экономики, ведь понятие семейная экономика в современном понятии вошло в слова Российской академии государственной службы перед президентом Российской Федерации с уточнением, что инициатором этого движения в стране является Республика Саха-Якутия. Этого тоже не надо забывать. Третье. Откликнуться на многочисленные просьбы начинающих фермеров, крупных и мелких фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и разработать понятное и доступное мобильное приложение с размещением информации о различных государственных программах, информации о том, как вести бухгалтерский учет, финансовую отчетность. И все-таки Михаил Ефимович просит как-то упорядочить, да, и довести до каждого жителя, до каждого желающего, чтобы были расчетные показатели, как рассчитывать себестоимость, например, сколько будет потреблять одна курица там, в год, да, там, утка в одна год, его продуктивность, сколько там надо кормов и так далее, чтобы все эти показатели были легко доступны, понятны, и каждый фермер смог рассчитать, уметь рассчитывать, сколько ГСР надо потреблять, какие запчасти и так далее, чтобы все это было доступным и понятным. И все-таки провести цифровизацию сенокосного и земель сельхозназначения. Вот 4 пожелания озвучил Михаил Ефимович Николаевич. Спасибо большое.